Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh jamoat xallar. Короче, men ozgina shirlab ketdim, og'rib ketdim degan kebek. Но элленди темалар в последнее время ko'rganim yo'q. Что-то не до этого было вроде бы. Пытаюсь иногда прослушать это. Нарсякей. И вот много комментариев написали, кто за, кто против, как обычно, да. На последнем минем бір сүзіме, который как попался этот самокатчик, который, получается, за деньги украинцев, или кто там его заказал, решил бахнуть этого генерала Кириллова. Наш Шунардан соң возникает вопрос. Ну, как обычно, это манкурты начали против мне что-то там писать, кимсан, туда-сюда, короче, ну, узбекларинде. O'zbeklarga gap. Mana shuni men hozir bugun ko'rib qoldim. 300 ming odam qaragan ekan mashina. 300 ming odam. Ну, там комментарии можете почитать, там кто там тоже что-то пишет, непонятно что-то. Но суть не в этом. Я вам коротко со своей башни degan kebek sizga so'ylab beraman butunay birini. Просто танов тагла, но всякие озгинами. Никак не могу выздороветь. Короче, коротко я вам скажу. Почему всегда, когда я затрагиваю Узбекистан, и все начинают на меня говорить, типа, не лезь, блин, на Башкортостаном бель, туда-сюда. Я вам почему это говорю всегда, почему вы затрагиваетесь? Потому что пока есть Москва, Узбекистанда покоя не будет. Пока весь этот бардак московский не закончится, покоя не будет. Умнерса дегана. Обосную. Короче, тема такая, что когда вот именно по этому видосу, это я не знаю, кто снимал, но вот этот видос прям четко можете посмотреть, там отвечают люди, то все. Но они отвечают как бы со своей, но они как бы предполагают. Окей, по их предположению мы тоже предполагаем. Манакаракас. Мирзияев, грубо говоря, как Каримов в свое время хуй положил на Москву. В свое время Каримов, блядь, то с американцами сидел, то, блядь, нахуй с руснёй сидел. И потом все равно, блядь, Медведев поехал, короновал Мирзияева. Но Мирзияев понял всю эту тему, потому что все-таки старые люди понимают, что происходит. И не хочет, как говорится, склонять голову, грубо говоря, так сильно на Москву. Шунардансон, вопрос. А почему тут Кадыров, да, вот эта вся хуйта? А потому что, блядь, икки кызда бар, Мирзияевна икки кызы, родные. Но күйеулер-то не родные, понимаете? Күйеу балалар-то не родные, иккиси да, блядь, нахуй, получается, хотят власть. Оказывается. Это же как бы Узбекистанда сейчас же мода, блядь, нахуй, ички күйеу. Ички күйеу болып, нахуй, кулга бүтүнай бирни алырга, нахуй. Понимаете? Это одна версия. Вторая, само собой, они нахуй хотят поделить престол. А как? А вот так. Если это в дальнейшем обернется, вот что происходит, непонятно. Из этих двух хуев, күйеулер, кто-то нахуй больно, блядь, тесно связан, не знаю, вот этот Атабек Умаров, что ли, блядь, больно нахуй связан с Кадыровым. А Кадыров, само собой, пешка нахуй Путина. Вот и думайте после этого. Что тут происходит? Что происходит? Блядь, нахуй, через Кадырова Путин хочет просто, блядь, поджать нахуй Узбекистан. Снести, блядь, Мирзияева, поставить туда вот этого Атабека, еще кому-нибудь. И все. Вот поэтому тут и есть этот сыр-бор, блядь. Bir-birini kutini sigirga uliylar. Uzbek uzbekni siga,
потому что kuyovlarga нахуй babasi kerak. Babasini kutanasalarda o'zlari yoshlar turg'a o'linglar во главенстве вот этого Атабека Умарова и под крышей Кадырова и Путина. Вот такая хуйня, дуслар. И поэтому, когда вы на меня начинаете писать всякие комментарии, манкурты, да, манкурты, я нормальных узбеков понимаю. Но манкуртам har biringga aytaman, og'zingga qutag'im manqurtlarni. Men boshqa tatarlarga da shuni aytam, o'zbekka da aytam, boshqasiga da aytam. Menda uchqon bo'lgani uchun men sizga, блядь, нахуй доказываю, нахуй, как нужно правильно, блядь, себя вести, блядь, и жить, нахуй. Чтобы, нахуй, не быть, блядь, чмырем, нахуй, своего народа, блядь. Чтобы, нахуй, выйти из этого чмошного положения, это значит, нужно уничтожить Москву, блядь. Надо уничтожить Москву полностью, нахуй, а не так, что, блядь, сіз, эцикканляр, манкуртлар, которые будете топить, нахуй, Уфа, Казань, Ташкент, блядь, за Москву. Нихуя, нихуя, мы вам такое не дадим. Поэтому в тот день только, под конец только начал высказывать, вот перед тем, как я уже не стал этот стрим вести, уже несколько дней, блядь, не могу выйти. Нарсякай, хочу сказать, что рано или поздно узбекская власть полностью будет сменена. В первую очередь, это когда мы уничтожим Москву, мы дадим волю Азии. Только после уничтожения Москвы пойдет, как говорится, порядок во всей Азии. Не говоря там Казахстан, Узбекистан, само собой, Кыргызстан, Таджикистан. Только уничтожение Москвы приведет к такому порядку. А так, вы были и будете, нахуй, каблуками Москвы. Вот так вот. Поэтому вы и ездите подметать, нахуй, улицы Москвы. Еще радостные, нахуй. Еще со мной пытаются огрызаться, блядь. Кто я такой, нахуй. Каждый из вас, нахуй, как говорится, может, блядь, задавать этот вопрос, кто я такой, нахуй. Также я могу вам задавать, кто я такой. Поэтому ваша задача понять сейчас уже. Сейчас нужно понять, нахуй, на каком, как говорится, стороне вам жить. На нашей или на хую вот этих, блядь, пидорасов, манкуртов и Москвы. Она с изгами примерно пытаюсь донести это. Вы не думайте, что гомер буе сіз, блядь, эцикканляр, будете, нахуй, гнобить, блядь, узбекский народ, еще другие народы, и над вами никто не встанет. Нихуя. Асад пал. И это звоночек узбекам. И много в асадовской теме были подобие аюбов узбеков, как вы видите сейчас. Поэтому сіз ойламаңыз, что мусульман узбеклар йоқлап яталар. Yok. Олар хазыр пока осталар, шыдыйлар, сабырлықталар әлі олар. Но мына шул сабырлыққа ям келіп жетер шундай замана, когда наши братья мусульмане узбеки встанут и возьмут все в свои руки и весь Узбекистан. Поэтому вы не думайте, что это все закончится вот таким образом, что будут нахуй править такие хуеплеты, которые любят Москву и так далее, или там вообще там предатели, грубо говоря, родины, подобие вот таких Атабека Умарова и так далее. Пешки, так скажем. Ёх, вы ошибаетесь. Рано или поздно зачистка придет. И придет по всем манкуртам. По всем, блядь. А сіз манкуртлар. Манкуртларны біріншіден сігірген мен Башқұртстанда да айтам, Татарстанда да. Зачистка – это мы. Мы будем вас чистить. Так что күтігіз. Рано или поздно біз кірәбіз. Шулай. Так что давайте посмотрите этот видео, поймете, осознаете то, что я вам примерно рассказал поверхностно. Сравните это видео, сравните мои слова. И, как говорится, надеюсь, вы поймете, в чем дело. Давайте.